Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В начале выпуска коротко о главном. 80 лет народному артисту. Президент поздравил Василия Царгуш с юбилеем. 33 арендованных объекта, из них незадействованных 23. Госкомитет по приватизации подвел итоги года. С целью выяснить проблемы отрасли, министр сельского хозяйства проинспектировал рыбоперерабатывающие заводы в Очимчирском районе. Правительственная делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел республики Дауром Кови приняла участие в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия Дня независимости Республики Науру. В ходе визита абхазской делегации состоялась церемония подписания соглашения между Народным собранием и парламентом Науру о межпарламентском сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Абхазии. Соглашение подписали вице-спикер парламента Абхазии Саид Харази и спикер парламента Науру Сирил Бураман. Стороны выразили уверенность, что соглашение станет очередным шагом на пути формирования более высокого уровня взаимопонимания и партнерства между двумя государствами. Президент Рауль Хаджимба принял народного артиста Республики Абхазия, художественного руководителя, главного дирижера, директора государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Василия Царгуш, который отмечает свой 80-летний юбилей. Рауль Хаджимба поздравил Василия Царгуш с юбилеем и отметил его успехи в создании положительного имиджа Республики Абхазия в сфере культуры, подчеркнув, что госансамбль, которым руководит Царгуш, знают и ценят не только в нашей стране, но и за рубежом. Я хочу схагуло авенткарат ансамбль. Рус анагдзаре чуп загирла ирдеро ансамблю. Свяна годица гекршек сетах шумчфелша адца на усшишва агразгойт. Ишзери еще до гуамча губзер загирла аманшаларок. Советник президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантари отметил достижения Василия Царгуш не только в качестве руководителя государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, но и как автора более 100 песен и других музыкальных произведений. По окончании встречи президент преподнес Василию Царгуш памятные подарки. Василий Царгуш поблагодарил президента за поддержку и пожелания по случаю юбилея. Приятно было, конечно, сегодня так. Я вспомнил даже первый раз, когда при Багажбе, когда приводили сюда. И вот все ко мне очень хорошо относятся. Я очень доволен, я их очень уважаю. Никогда что-то очень просить не заставляли, что возможно, и всегда навстречу шли. Это помогало развитию ансамбля. Самый хорошо одет всегда. И кадровый вопрос. Василий Царгуш окончил полный курс хоро-дирижерского факультета и начал работу в Государственном ансамбле песни и танца Абхазии в качестве дирижера-хормейстера. Затем был назначен художественным руководителем и главным дирижером ансамбля. В 1971 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусства Абхазии». В 1972 году на него возложили обязанности директора госансамбля. Василий Царгуш не останавливался на достигнутом и продолжал учиться. В 1977 году поступил в Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В 1979 году ему было присвоено звание «Народный артист Абхазии». Впервые в 1976 году под руководством Царгуш Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выехал в гастрольную поездку за рубеж, в Польшу. После успешных гастролей ансамбль чаще стали приглашать за рубеж. Гастроли ансамбля в Сирии, Греции, в странах, в Европе и Латинской Америке. В 2008 году Василию Царгуш присвоено почетное звание кавалер ордена Ахтапша второй степени. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. 33 арендованных объекта, из них незадействованных и находящихся в оперативном управлении Госкомимущества 23. Такие данные были приведены сегодня в Комитете по управлению Госкомимущества и приватизации, где прошла коллегия по итогам года. Подробности в репортаже Ирины Аршпа.
Руководители 4 отделов Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации представили отчеты о проделанной работе. По информации отдела управления, всего в республике 33 арендованных объекта. Из них незадействованных и находящихся в оперативном управлении 23. Из арендованных объектов в 2017 году 5 были приватизированы. Это санатории Абырскил и Нарт, Сухумский винзавод, имущество склада-магазина и здание бывшего овощехранилища. Кроме того, за отчетный период было заключено 6 договоров аренды. В республиканский бюджет поступило в виде арендной платы более 20 миллионов рублей и в виде пени 625 тысяч. С 2 предприятиями, Гудаутским кирпичным заводом и пансионатом Апсны, договоры расторгнуты за невыполнение условий аренды. В отношении крупных государственных объектов, таких как Сухумская табачная фабрика, кондитерская фабрика, мясокомбинат, у Госкомитета есть конкретные планы. Мы будем создавать и акционерные общества, мы будем создавать на базе этих предприятий немножко другие проекты. У нас, слава богу, есть. И мировой опыт подсказывает, что так стоять на одном месте 25 лет не может быть. Потому что государственные объекты должны приносить в первую очередь доход государству, и бюджет должен от них что-то получать. Некоторые объекты даже балансы не умеют сдавать. Приходят нам, рассказывают, как им сложно баланс составлять. Значит, если человек не может баланс составлять, то он не руководитель. Госкомитетом разработаны предложения по изменению форм и порядка сдачи госимущества в аренду. В первую очередь это государственно-частное партнерство. И это, наверное, самое эффективное. Да, есть объекты, которые очень сложно государству восстанавливать. Мы их будем реализовывать и будем контролировать. Вот последние годы мы начали заключать инвестиционные договора с теми фирмами, которые арендуют у нас объекты. И я считаю, что оно правильно. Мы начали контролировать процесс восстановления некоторых объектов. По конкретным объектам, которые нарушают инвестиционные договора, мы будем разрывать с ними договора купли-продажи. Никто пусть от этого не будет застрахован. В перечень подлежащих приватизации объектов госсобственности в 2017 году было внесено 12. Заключено 18 договоров купли-продажи на общую сумму 183 миллиона 260 тысяч рублей. В бюджет и приватизационный фонд по ранее заключенным договорам поступило около 60 миллионов рублей. В то же время сумма задолженностей по этим договорам составляет более 12 миллионов. Самой большой проблемой, на мой взгляд, является неисполнение собственниками условий договоров купли-продажи, договоров аренды. Новый закон о приватизации, вступивший в силу, он дает там больше механизмов и рычагов воздействия на недисциплинированных, скажем так, собственников или арендаторов. Начали подписывать инвестсоглашения, которые являются приложениями договорам этим купли-продажи, и какой-то подвижки происходит. Одной из важных задач, стоящих сегодня перед комитетом, является составление реестра, в котором будут отражены все объекты госсобственности, отмечалось на коллегии. Для этого необходимо более тесно взаимодействовать с министерствами, ведомствами и администрациями городов и районов страны. Для того, чтобы иметь возможность отследить переток республиканской собственности в муниципальную, а затем и в частную, необходимо создать унифицированную электронную систему, уверены в Комитете по госимуществу. Только в этом случае процесс приватизации будет иметь должный контроль и прозрачность. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Министерством сельского хозяйства разрабатывается проект закона о рыболовстве. С целью выяснить, какие проблемы на сегодняшний день испытывают работники отрасли, министр сельского хозяйства Даур Тарба побывал с инспекционной поездкой в Ачимчирском районе, в ходе которой посетил 4 рыбоперерабатывающих завода. Смотрите спецрепортаж программы. Рыбный промысел – это одна из главных статей дохода для республики и существенная доля рабочих мест. В текущем году квота на ловлю рыбы была снижена вдвое. До конца года разрешено добыть только 20 тысяч тонн. Ловлей рыбы в Абхазии занимаются только турецкие сейнеры. Производством рыбной муки и рыбьего жира 6 абхазо-турецких предприятий. Часть из них созданы целиком за счет турецких инвестиций, часть – собственные вложения.
Предприятие по переработке рыбы «Апсыцбат и Бек», расположенное в селе Адзюбжа, из предоставленной квоты в 4000 тонн выловлено 1900 тонн. Произведено 600 тонн готовой продукции. Завод функционирует с 2011 года. Постоянных рабочих мест более 30. Заработная плата работников от 25 тысяч и выше. В плане инвестиций это сугубо наши инвестиции. Минсельхоз в этом плане, не знаю, именно в фирме «Батбек» ни Минсельхоз, ни правительство никаких вложений не имеет. Все последние технологии, которые есть, мы здесь имеем. Более современнее пока ничего не придумали. Если грубо говорить, сегодня по вложениям здесь, я думаю, можно будет насчитать около 5 миллионов долларов точно. У нас до конца сезона еще 2 месяца. У нас есть надежда, конечно, что рыба подойдет, она и подойдет. По этому поводу у нас, я думаю, я как председатель ассоциации могу заявить то, что мы будем, скорее всего, просить и увеличения квоты, потому что мы изначально давали данные предприятия, чтобы было рентабельно, и надо минимум переработать 7000 тонн. Сегодня мы открыли предприятие на 3400, добавили еще 600. Вот у нас 4000 тонн квоты при рентабельности 7000. Мы как бы рассчитываем хотя бы быть рентабельными. Для удобства работы на территории завода реконструирован причал. Он один из первых за последние, наверное, лет 30, которые были построены как причалы. Мы привлекали сюда специалистов наших абхазских. Достойно провели работы, все этапы были проведены на уровне. Самое молодое предприятие, которое было открыто в 2015 году, находится в селе Гуда Чемчирского района на территории в 3 гектара. Оно полностью автоматизировано. Предприятие находится в 16 километрах от центральной трассы, и дорога, ведущая к нему, оставляет желать лучшего. Одним словом, попасть туда не так уж и легко. Буквально несколько лет назад на этом месте было болото. С открытием предприятия в соседнем селе появился свет. Установленный трансформатор для предприятия позволяет обеспечить электроэнергией село Приморское Галского района. С начала сезона у нас готовой продукции около 900 с лишним тонн муки, и жира 90 тонн. Это весь процесс, который на сегодняшний день освоен. Из нашей квоты 1800 тонн мы освоили 915 тонн. На предприятии за 2 месяца был построен свой причал. Его длина 72 метра. Строительство обошлось в 9 миллионов рублей. Причал построили, да, это была такая необходимость. Но он на 100% нам пользу не приносит, потому что при 1-2 балла, когда море штурмует, тут уже сейнера наши не могут причалить, и выгрузка не осуществляется. Нам приходится с порта, то есть возить ту же хамсу на машинах. Рыбное предприятие «Хамса» в Чемчире функционирует с 2007 года. В текущем году из представленной квоты в 3400 тонн добыли 1800 тонн. На предприятии утверждают, что после того, как они приступили к работе, их судна выходили в море лишь 11 раз. Рыбы нет, и арендованные сейнеры простаивают. При этом на заводе только на систему фильтрации по устранению различных запахов при переработке затрачено 150 тысяч евро. Все установленные фильтры европейского стандарта и привезены из Голландии. Завод один из самых первых, почти, приравненный к европейским стандартам по устранению запаха, и так далее. У нас самый первый экологический завод считается в Абхазии. Учредитель предприятия «Абхазморпром» Сонергогу отметил, что Абхазия – единственная страна Черноморского бассейна, ограничивающая квоты на вылов рыбы. У заводов не хватает сырья. Такая ситуация наблюдалась в прошлом и позапрошлом году. По его мнению, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы Абхазия не сокращала, а увеличивала квоты на добычу рыбы, так как это создает условия для развития собственной экономики. А вот что касается экологии, то Сонергогу убежден, что вопрос всего Черноморского бассейна не может быть решен только за счет абхазской стороны. Данному предприятию выделено в этом году на Путину 3400 тонн квоты. Из них уже 2500 тонн уже выловлено. Произведено около 750 тонн продукции. Бизнес это имеет перспективу для нашей республики. Потому что если посмотреть, рядом огромный российский рынок, который требует сырья для корма, вот то, что мы производим сегодня, рыбная мука и рыбный жир.
Но, к сожалению, не все зависит от нас, это все зависит от сезона, смотря какая путина, вот сколько есть объем рыбы. А в прошлом году, как вы знаете, в 2016 году вообще сезона не было. Мы всего неделю работали, закрыли завод. Но до этого, в 2015 году, была хорошая путина. И только наша компания «Абхазмолпром» около 60 миллионов рублей платил. А все государственные платежи, это налог прибыль, биоресурс и так далее. Но есть пока надежда, что впереди февраль-март, в течение февраля месяца, если еще будет рыба, значит еще дальше будем работать. Проинспектировав 4 рыбных предприятия, министр сельского хозяйства Даур Тарба подвел некоторые итоги поездки. По его словам, в этом году принято решение приступить к разработке концепции государственной программы по рыбной отрасли. Мы решили в этом году себя посвятить законотворчеству, приведению соответствующих нормативно-правовых наших документов в порядок и принятие различных государственных программ по различным направлениям относительно сельского хозяйства. Тут и будет по цитрусам программа будет составляться, по овощеводству, по рыболовству. Дай бог, чтобы мы осилили, сил нам хватило для того, чтобы хотя бы в течение 1 года 3-4 государственных программ разработать и положить на стол руководству нашей страны. Почему я это говорю? Знаете, когда я говорю о реальном секторе экономики, это сегодня так, а завтра, может быть, придем мы к тому, когда социальные вопросы будут решены, и наш стратегический партнер Великая Россия может сказать: дайте готовые программы под реальный сектор экономики. Министерство сельского хозяйства к этому случаю будет готово. Министр сельского хозяйства Даур Тарба отметил, что проект закона о рыболовстве находится на завершающей стадии. Работал над этим проектом Институт экологии. В ближайшее время документ для проведения экспертизы будет направлен в соответствующие структуры. И если разработанный проект о рыболовстве пройдет все инстанции, он будет направлен в парламент для дальнейшего рассмотрения. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Буквально на днях начнутся работы по замене трубопровода на одной из улиц в новом районе столицы. Проходящая посередине жилого комплекса улица Картозия на протяжении долгих лет во время даже небольшого дождя становилась непроходимой. Лужи, грязь, ямы. В этом году по решению главы администрации Сухума Адгура Харазия из городского бюджета были выделены средства на ремонтные работы на этой улице. Сария Смор продолжит тему. Капитальный ремонт улицы Картозия на новом районе столицы не проводился все послевоенное время. Дороги здесь уже давно пришли в негодность. Но особенно сложно жителям этой улицы бывает в дождливое время. Ведь порой им приходится буквально ходить по лужам. Но, как обещают коммунальные службы города, ситуация изменится в лучшую сторону в течение нескольких месяцев. Особенно большие трудности из-за отсутствия дороги на этом участке испытывают школьники. Чтобы добраться до двора школы, каждое утро им приходится проходить полосу препятствий из луж. Часто промокает обувь, а еще хуже, проезжая машина может обрызгать их грязной водой. Когда мы идем с дому в школу, я всегда проваливаюсь в одну из них луж и всегда с мокрыми ногами иду домой. Во время обильных дождей вода рекой течет по улице, и по ней становится невозможным пройти. Часто затапливаются подвалы домов. Коммунальные службы города не раз засыпали дорогу гравием, но это помогало лишь до первого дождя. Конечно, очень сложно проходить ямки, вот эта вот вода, не знаю, детей поднимаем на руки, вот так переходим. Ну, конечно, если решат нам эту проблему, мы будем очень благодарны. Все эти проблемы будут устранены в ближайшее время, заверил начальник коммунального управления администрации Сухума Дмитрий Ахуба. На этом участке дороги будет произведена полная замена трубопровода протяженностью 800 метров. Появятся ливневые колодцы. Строительные работы займут чуть более 1,5 месяцев. Трубы будут уложены, это 650 метров 500-го диаметра и 150 метров 200-го диаметра. И установлены будут 39 дождеприемных колодцев, которые будут принимать дождевую воду с данной улицы. Уже после того, как будут завершены работы по замене трубопровода, специалисты начнут асфальтировать дорогу. Асфальт будет проложен до улицы Агарба.
После укладки ливневого трубопровода, после просадки грунта, запланированы работы по асфальтированию данной улицы, которые займут тоже около месяца. А после проведения данных работ проблема будет решена и будет очень значительно улучшена ситуация на данной улице. На весь комплекс работ от замены труб до асфальтирования, как говорят специалисты, необходимо около 3 месяцев. Из бюджета города на все эти работы было выделено 13 миллионов рублей. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. При поддержке Государственного комитета по молодежной политике создан волонтерский центр «Апейпш». Его главная цель – оказание помощи общественным, благотворительным и другим организациям. С волонтерами встретились наши корреспонденты. Репортаж Алики Трапш. При Государственном комитете по молодежной политике ранее уже существовал волонтерский центр, участники которого добровольно оказывали помощь тем или иным общественным и благотворительным организациям. После распада прежнего волонтерского центра наиболее активные ее участники создали инициативную группу «Авангард» с целью развития досуговой деятельности молодежи. Позднее активистам этой группы было предложено возглавить волонтерский центр «Апейпш» при Государственном комитете по молодежной политике. Одно доброе дело, добрый поступок привлекает к себе множество добрых людей, что влечет за собой еще больше добрых дел. Поэтому Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике решил поддержать и будет в дальнейшем тоже содействовать волонтерскому центру и волонтерскому движению в лице волонтерского центра «Апейпш». На сегодняшний день в волонтерском центре «Апейпш» около 100 человек. С каждым днем их численность увеличивается. В основном это студенты, готовые помочь нуждающимся без всякой материальной выгоды. Если раньше волонтеры помогали только различным организациям в проведении акций и программ, то уже сегодня центр «Апейпш» намерен организовывать и свои проекты. Мы сейчас создаем 7 направлений. Это у нас получается ивент волонтерства, который будет помогать всем остальным. У нас будут направления такие, как социальное направление, культурное, экологическое, спортивное. Также у нас будет волонтер общественной безопасности, тоже очень интересная тема. И все они будут заниматься своим направлением, своими идеями, свои проекты и будут параллельно все придумывать. Хотелось бы выразить огромную благодарность моему председателю лично и всему Государственному комитету за оказанную помощь. Основные принципы волонтерской деятельности – это добровольность и социальная активность. Создание волонтерского центра «Апейпш» послужит пусть и небольшой, но помощью для тех, кто нуждается в этом. Что касается помощи, ее невозможно переоценить, поскольку для нас активисты волонтерского центра «Апейпш» являются опорой, большой опорой. Это люди, которые готовы все бросить и прийти на помощь, которые очень ответственно относятся к заданиям, к работе. Мы очень горды, что в Абхазии есть такое движение, есть волонтеры, волонтерское движение. Это говорит о том, что и в Абхазии есть молодежь, которая учится сотрудничать, работать вместе, несет ответственность. Государственный комитет по молодежной политике будет оказывать финансовую и техническую помощь волонтерскому центру «Апейпш» в реализации их проектов. Алика Трапш, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционная информация о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 10-15 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.